Это, конечно, не укладывается в голове. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как скоро об Эмомали Рахмоне вообще нельзя будет говорить. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Адвокат Бузургхмер Йоров, отбывающий срок наказания, заключен в штрафной изолятор за споры о роли президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщили его родственники. Его брат Джамшед Йоров, глава фонда Бузургхмер, 20 ноября сообщил, что этот случай произошел накануне Дня президента, и теперь Бузургхмер будет находиться в штрафном изоляторе 15 суток. День президента Таджикистана отмечается ежегодно 16 ноября. Официальные структуры не комментируют инцидент. Попытки связаться с Главным управлением исполнения уголовных наказаний в воскресенье были тщетными. Как вы относитесь к такой ситуации? Почему человек не может высказать свое мнение по поводу президента? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между представителями тюрьмы и Бузургхмером произошел спор о роли Эмомали Рахмона в обществе и развитии страны. Критические суждения брата не понравились собеседникам, и он был помещен в ШИЗО. Власти Таджикистана таким образом продолжают оказывать давление на политзаключенных, сказал Джамшед Йоров. По его словам, Бузургхмер уже неделю не выходит на связь с родственниками, а о его заключении в карцер им сообщили сразу несколько источников в колонии в Вахдате. Подробности произошедшего спора неизвестны, но по словам Джамшеда Йорова, причиной стала критика правительства Эмомали Рахмона в ответ на хвалебные речи в адрес властей. Администрации тюрьмы не понравилась позиция Бузургхмера Йорова по отношению к властям Таджикистана. Его слова поддержали двое других заключенных, и оба они также находятся в ШИЗО, добавил он. Имена двух других заключенных неизвестны. В конце сентября этого года Бузургхмер Йоров провел 10 дней в штрафном изоляторе. Тогда представители ГУИУН сообщили, что он не явился на плац на перекличку. Родственники считают, что начальство новой тюрьмы в городе Вагдад намеренно закрыло его в библиотеке, что и стало причиной наказания. Бузургхмер Йоров был арестован 28 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве и подделке документов. Арест последовал после того, как Йоров решил защищать права находящихся на тот момент под следствием 14 членов запрещенной партии Исламского возрождения Таджикистана ПИФТ. Позже в отношении адвоката были возбуждены другие уголовные дела. Ему инкриминировали оскорбление представителя власти, неуважение к суду, оскорбление лидера нации президента Таджикистана. В 2016 году он был приговорен к 28 годам лишения свободы. В 2021 году по закону об амнистии срок заключения Бузургхмера Йорова был сокращен на 4 года. В июне 2019 года рабочая группа ООН по произвольным задержаниям назвала тюремное заключение Бузургхмера Йорова нарушением международного права. В ООН пришли к выводу, что обвинения против Йорова были безосновательными и что мотивация правительства Таджикистана заключить его в тюрьму состояла в том, чтобы наказать адвоката за юридическую защиту членов политической оппозиции. ООН призвала правительство Таджикистана немедленно освободить Йорова. Однако генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в 2019 году на сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве заявил, что Таджикистан не может освободить бизнесмена Заида Саидова, адвоката Йорова и члена политсовета запрещенной ПИФТ Махмадали Хаита от отбывания наказания, так как судом доказано, что они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Генпрокурор настаивал, что в их делах вообще нет политики. Как вы относитесь к такой ситуации в стране? Как вы думаете, она будет усугубляться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.